Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто у вас на пороге? Кто это человек и с чем идет? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. О, слушайте, прямо жарко стало. О, тут мчится, стремится, боится упустить вас, либо упустить свой шанс. Мужчина, который вами дорожит, мужчина, которому вы очень нравитесь, либо мужчина, который в вас влюблен. Девушки мои дорогие, вы все разные, да? Кто-то не ждет бывшего, кто-то не ждет поклонника тайного либо явного. Но здесь мужчина крайне в вас заинтересован. Здесь мужчина понимает, что либо сейчас, либо никогда. Может быть, этот мужчина долго сомневался. Может быть, между вами действительно какая-то рассорка произошла. Может быть, мужчина, который, допустим, решал какие-то свои проблемы и не мог себе позволить за вами ухаживать. Но тут явно вы все поймете, да, потому что мужчине вы точно важны, да, он неравнодушен к вам. И у кого-то отыграется, что да, он любит вас и любит по-настоящему. То есть там по внешнему виду, по голосу будет понятно. Для мужчины важнее всего сейчас то ли вернуть вас, то ли завоевать вас, то ли обозначить свою позицию перед вами. И он очень сильно спешит. У него в руках якорь. Якорь, который он может и хочет бросить в вашу жизнь, да, заякориться в вашей жизни. Либо мужчина по этому якорю также может обещать вам стабильные отношения, без всякой там нервотрепки, без каких-то там проблем. Да. Он скажет: все, вот я пришел, теперь у нас все будет хорошо. Мы с тобой там помиримся, либо мы с тобой сойдемся, и я тебе гарантирую там тихую, спокойную, сытую, довольную жизнь. Либо мужчина может предложить этот якорь в качестве подношения вам. То есть он скажет: я знаю, у тебя есть проблемы, и я могу решить, либо я буду решать твои проблемы, там, ты ни о чем не переживай, не беспокойся, вот мы будем вместе, и я все сделаю. То есть поможет уравновесить вашу жизнь, да, либо не успокоить, а, как сказать, выровнять вашу жизнь. Тот, кто влюблен, тот, кто любит, тот, кто боится вас потерять, вот именно он у вас и на пороге. Сейчас я еще карты возьму. Еще раз говорю, девочки, возможно, это парень, с кем у вас были отношения, но вы там поссорились, допустим, да. Даже если это ваш муж, с кем вы, скажем так, разъехались, либо к разводу готовитесь, да, вот он прям такой испуганный прибежит, такой: все, я не могу тебя потерять, я не хочу тебя терять, я тебя люблю. И, он правду вам будет говорить, да, он не может вас потерять, он вас любит. У кого-то отыграется, что вы все вот никак не могли прийти к единому знаменателю, да, вроде как вы нравитесь друг другу, но мужчина там где-то тормозил, вот, может, проблемы свои решал. Теперь он к вам прибежит и скажет: все, никаких проблем, теперь я на все 100 только лишь твой, да, в твоем распоряжении. У кого-то тайный поклонник, так и скажет: все, надоело быть тайным, я больше не могу, я хочу быть явным поклонником, я хочу всегда быть с тобой. Сейчас мы посмотрим. Даже не хочу больше доставать никаких карт. Вот карта кольцо, девочки. Мужчина и женщина, не знаю, видно вам, не видно, да, сидят за столом, обсуждают свое будущее, они вместе, они пара, у них прекрасный союз. И также у кого-то отыграется, что мужчина так и скажет: все, хочу на тебе жениться, вот не могу я без тебя, не могу. А у кого-то муж, да, с кем вы там разводитесь, либо поссорились, так и скажет, что все, хватит нам с тобой ругаться, я тебя люблю, ты меня тоже.
давай начнем все сначала, да, либо давай забудем обо всем. Я обещаю вести себя там хорошо и правильно, ну, со всеми вытекающими. Мужчина очень сильно заинтересован в том, чтобы вы были вместе. Чтобы вот именно мне постоянно идет вот из потока, что не упустить, не упустить. Почему-то он боится, что он может вас упустить. Может, вы начали общаться с другими мужчинами, может, там знакомиться начали, может, на свидания ходили. Может, он вас где-то с кем-то видел, либо ему сказали, что вы где-то с кем-то время проводите. У него прям действительно какой-то дикий страх, что он вас упустит, да, что все, время вышло, вы уже с другим человеком, и ну, как бы ему все дороги закрыты к вам. Так, еще один момент хочу посмотреть, потому что так интересно показали. Очень такая яркая, ну, вот он сам вышел. Энергетика идет такая жаркая, яркая. Признаться, он будет вам признаваться от чистого сердца, будет разгонять тучи, туман разгонять, всякие сомнения убирать. Да, вот он за вами идет, за тем шансом на счастье, которое именно вы можете дать. Признание, покаяние, прощение, да, вот это все. Вы его судьба. Боится, что судьба вытечет из его рук, да, уйдет из его рук. Это то недосказанное, либо те тайные секреты, да, неприятные моменты, которые были между вами. Больше ждать он не может. То есть, может быть, в следующем месяце там что-то у него есть, да, там куда-то нужно уезжать, либо переезжать, может, какая-то работа начнется. И он такой: я должен сейчас, я должен все решить сейчас, я должен выпросить этот шанс, либо с ней восстановить отношения, чтобы у нас все было хорошо, чтобы я был спокойно уехал там на работу, либо по делам, либо в командировку, либо мы уже вместе с ней переехали на новое место, да, и уже были настоящей полноценной парой. Ну, либо вернули наши отношения, вернули наш брак, наш союз, наше счастье, и все бы было у нас хорошо. Да, мужчина на пороге. Еще у вас на пороге женщина, ну, очень похожа на подружку на вашу, ну, может быть, и родственница. Женщина, которая, ну, во-первых, хочет с вами поговорить, есть о чем поговорить. И также эта женщина хотела бы получить то ли ваш совет, то ли рекомендацию, то ли, может, вас куда-то с собой позвать, потому что ей самой, ну, там, не знаю, сложно, либо страшно, да, вот как-то так заручиться вашей поддержкой. Эта женщина к вам придет, либо вы где-то вот встретитесь на нейтральной территории, и у вас прям состоится разговор. Эта женщина вам расскажет то, о чем никогда не рассказывала. Ну, либо стеснялась рассказать, да, ну, всякое в жизни бывает. Плюс она вам еще какие-то важные новости расскажет, какую-то важную информацию. То есть у вас такой прям очень интересный, интенсивный, наполненный идет разговор. Разговор, который, ну, вот в очередной раз подчеркивает, что вы для этой женщины самый родной и близкий человек. То есть если это подруга, то вы для этой подруги роднее, чем ее там мама. Не знаю, вот как-то так мне идет, там лучше понимаете, больше помогаете. Если это ваша родственница, ну, как бы подтверждение того, что она и уважает вас, и любит, и, ну, вот ценность, ваша ценность для нее, она прям, ну, несоизмерима, да, нельзя оценить, насколько вы ценны, но вы очень ценны. И, в принципе, такое приятное общество. Кстати, может, вы даже что-то будете, ну, не знаю, распевать, либо чем-то будете угощаться. И тут как совмещение приятного с полезным. Хотя и то будет приятно. И здорово проведете время. Женщина, с которой, может быть, даже вы не виделись давно, да, либо крайне редко видитесь, но вот встреча будет максимально эффектной, эффективной. Дальше у кого-то на пороге, смотрите, это не для всех, а для кого-то конкретного. Показываю человека, который что-то вам станет предлагать. Но, смотрите, сразу идет информация о том, что человек немножко лукавит, да? То есть предложение могло быть более щедрым, либо более объективным, либо более наполненным, скажем так. А человек начнет с чего-то малого. Ну, типа, я тебе дам там одну карту. И проверяет, значит, согласитесь вы на одну карту или нет. Если вы не соглашаетесь, человек такой: ну хорошо, я дам тебе 2 карты. Опять проверяет. То есть у человека очень много карт в рукаве.
И человек будет проверять ваш порог, да, порог входа, ну вот, насколько вы себя цените, на какие деньги вы можете согласиться, либо на какие условия. То есть, в принципе, с этим человеком, вот если вы любите торговаться, то можно торговаться просто там чуть ли не до бесконечности. Либо сразу человеку объявить, что мне нужна такая-то там оплата, да, определенная сумма. Вот вы сами для себя решите, сколько вы стоите, либо за какое количество денег вы согласились бы там поработать, либо подработать, да, вот сами для себя определите, чтобы человеку это сразу сказать. Но опять же, говорите больше, да, потому что человек будет с вами торговаться, ну, либо будет предлагать вам поторговаться с ним вместе, да, вот как бы он вам одно, вы ему другое. И еще хочу сказать, что этот человек очень сильно в вас заинтересован. Заинтересован больше, чем вы в нем будете заинтересованы. Вот как-то так мне еще идет. Вы для этого человека как единственный вариант. Вот. Ну, либо человек только лишь вам доверяет, да, поэтому человек деваться некуда, да, все равно будет искать к вам подход и накидывать, да, это предложение, пока вы не согласитесь. Но человек все равно немножко хитренький, поэтому начнет с чего-то малого. Вот. Вы не обижайтесь. Может быть, человек вообще какой-то, знаете, южных кровей, да, либо у него там генетики есть южные народы, а у них это в крови, да, поторговаться. Может быть. Но, может, да, действительно проверяет ваш порог согласия. Предложение, в принципе, вам интересное. Ну, либо если вы согласитесь, вы никогда не пожалеете. Это будет интересный опыт, либо это будут хорошие деньги, либо это будет и то, и другое. В принципе, вы довольны будете, да, если все у вас случится. Также, мои хорошие, может быть предложение по поводу того, чтобы вам что-то вот прям продать, да. Допустим, вы интересовались, и вот человек такой, ну да, я продаю, цена такая-то. Опять же, смело торгуйтесь. Торгуйтесь и торгуйтесь до последнего. Даже если человек говорит, все, это последняя цена, вы такая, хорошо, я поняла, но у меня есть там такая-то сумма и ни копейка больше. Вот, да, будет интересно, потому что вы можете очень сильно торговаться, да, и сбросить цену прям чуть ли не в половину, а может и того больше. Да, у кого будет именно покупка. Дальше, мои хорошие. Ну, тут какой-то женатый человек, семейный даже, не просто женатый, семейный. Быть женатым — это одно, а быть семейным — это совершенно другое. А у человека, помимо того, что да, есть семья, еще очень много обязательств перед этой семьей. Там, опять же, могут быть не только вовлечены там жена, дети, могут быть вовлечены другие родственники. И вот этот человек у вас на пороге, знаете почему? Потому что человек вас давно не видел, и человек, скажем так, по вам соскучился. Я не вижу, чтобы этот человек там предлагал вам руку сердца, говорил, что я там разведусь ради тебя. Нет, такого я не вижу. Я вижу, что человеку нужно время от времени вас видеть. Вы его муза. Муза, да. Он живет своими фантазиями. Вы в его фантазиях, его женщина, ну, со всеми вытекающими, да, так он убегает от жестокой, либо очень такой нудной, рутинной реальности, да. Он убегает в фантазии по поводу вас. Но я думаю, что вы знаете, кто это такой, да, потому что любая женщина чувствует, когда она нравится мужчине, особенно когда мужчина женщину желает. Это прямо у них на лицах написано. Вот, какой-то предлог придумает, чтобы с вами увидеться, либо с вами как-то вот встретиться. То есть ему важно вас видеть, да, вот по телефону поговорить, там, переписка, нет, ему это не интересно. Ему нужно вас видеть. Вот. И что-то он такое будет придумывать для того, чтобы вас вызвать как на встречу, на свидание. Опять же, причина может быть абсолютно любой. Ну, допустим, вы нравитесь там клерку в банке, да, и он там что-то придумает по поводу какого-то предложения банковского, либо там проверки чего-то там, лишь бы вы пришли, лишь бы на вас еще поглазеть, посмотреть. То же самое там на работе. Начальник может зайти в ваш кабинет, либо вас вызвать к себе, там что-то у вас спросить якобы там по работе. На самом деле ему важно именно вас видеть. Ну, есть такое, есть. Я еще на пороге у кого-то вижу людей, ну, люди такие с замыслом, да?
допустим, замысел вас с кем-то познакомить, либо вас с кем-то свести, ну, либо кого-то с вами, да, познакомить и свести. Вас могут вытаскивать из дома на какую-то прогулку, в какую-то поездку, на какие-то шашлыки, чье-то день рождения, либо там еще какой-то повод. Буквально, да, вас вытаскивают, вам предлагают. И вопрос ставится так, что вот отказаться нельзя, иначе там весь мир на вас обидится, да, и никогда вам этого не забудут. Но вас, конечно, вы человек с интуицией, вас очень все это смутит, да, что прям буквально вытаскивают. Но это не похоже на дружеское предложение. Это похоже на смотрины, это похоже на принудительное знакомство, назовем это так. И, возможно, тот человек, с кем вас хотят познакомить, ну, не совсем ваш типаж, да, не совсем тот, кто вам нужен, давайте уже скажем, как есть. И дилемма, да, такая дилемма, как поступить. Пойти на принципы, отказаться, либо все-таки пойти потерпеть, да, но остаться в хороших отношениях с теми, кто приглашает, с теми, кто зовет. Говорить с ними бесполезно, потому что у них свое мнение, им очень хочется устроить вашу личную жизнь. И, ну, возможно, это ваша подруга, возможно, это какие-то ваши родственники. Вот они почему-то считают, что они должны устроить, да, вашу жизнь должны устроить, что вы сама никак не справитесь, что вы там такая супер стеснительная, да, что вы, в принципе, ни с кем не хотите знакомиться. А вот они, как добрые волшебники, должны вас вот прям свести с кем-то. Ну, что сказать? Выбирайте. Либо откажитесь и на вас обидятся, либо пойдите и просто потерпите. Либо, ну, опять же, зачем вам терпеть? Вас же не заставляют с этим человеком там в ЗАГС идти, либо спать. Ну, познакомьтесь, господи, что там, подумаешь. Даже если не ваш типаж, ну, какая разница, пообщайтесь, как друзья пообщайтесь. Ну, как-то себя развлечете. Кстати, мероприятие обещает быть очень интересным, насыщенным. Там шашлыки будут вкусные, либо кафе очень хорошее, либо ресторанчик очень хороший, да, с вкусной кухней. И также, возможно, вот даже вот сам этот момент на природе, если там кому-то на дачу едете, тоже может очень благотворно на вас повлиять. Ну вот хочется кому-то, чтобы вы были счастливы. Я так понимаю, что они люди неплохие, раз они так переживают за вас и хотят устроить вашу личную жизнь. Ну, можно и потерпеть, наверное. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.